Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Сегодня 3 июля 2020 года. С вами снова я, Аслан Арцуев. И у меня сегодня для вас хорошие новости, как обычно. И поговорим о них. Поговорим о нашей постоянной теме, о взрывах домов. Сколько я не копаюсь в этой теме, про взрывы домов в Москве, я обязательно что-то новое для себя нахожу. Это очень интересно. Ну, будем дальше продолжать наш этот. Только появился звук, говорит. Так, звук появился. Так. Только появился звук. Алейкум салам. Ассаламу алейкум, Марат. Адам Грузинский. Ассаламу алейкум. Короче говоря, всех приветствую. Всем рад. Адам Грузинский. Ассаламу алейкум. Всем говорит. Так, давайте, как говорится, с места карьеры. Давайте перейдем сразу к нашей постоянной рубрике, которую хотелось бы мне вот сейчас не ждать, пока сейчас все соберутся. Кому будет интересно, могут посмотреть. Это взрывы домов 99-го года, когда 2-3 года послевоенной, после первой русско-чеченской войны, русские нас оболгали, обвинили, скажем так, мы тоже в какой-то степени виноваты, надо будет признавать все свои ошибки, что дали собой манипулировать, и сейчас продолжается над нами манипуляция. Об этом мы много раз говорили, конечно, мы должны бороться с этой пропагандой, с фейками, с ложью российской, и не давать себя использовать, как часто с нами это происходит. Ну, для этого, конечно, нам нужно слушаться свою власть, там, свое правительство, уважаемых, достойных уважения, за достойных доверия наших представителей, ну и так далее, и так далее. Ну, к этому мы придем, я очень надеюсь, так как гражданское общество у нас уже есть. Это недавние события в Дижоне показали во Франции, и до этого, как мы объединяемся, в принципе, я уже доволен тем, что мы уже имеем на сегодняшний день. Ну, давайте вернемся к взрывам взрывов домов в Буйнакске, в Москве, в Волгодонске. Сразу сейчас перейду к одному видео, которое я вам хочу показать. Это выступление Ельцина. Это сразу же после 13 сентября новости показали по российскому телевидению, ОРТ, новости ОРТ. Вот сейчас Ельцин выступает. Скажите заодно, как там у нас дела будут со звуком, когда будет идти изображение с экрана. Так, пойдемте дальше. Ну вот, послушаем звук. Выражаю соболезнования их родным и близким. Наша боль безмерна, но я призываю вас проявить выдержку. Главная цель бандитов — запугать народ. Все, звук есть. Посеять панику и страх. Уверен. Так же, как это делают на российском канале и на ОРТ, да, и не просто отдается информация, да, для того, чтобы был анализ происходящего, так как это происходило давно, я вам так же, как они, но уже с разъяснениями буду комментировать, что происходит. Этот человек является первым президентом Российской Федерации Борисом Ельциным, который буквально за 3 месяца до того, как сложить в себя полномочия и полностью передать полномочия ФСБ, КГБ, да. И, как говорит журналист-расследователь Дэвид Саттер, взрывы домов в Москве — это не только детища Путина и Патрушева, они, скорее всего, там были только исполнителями, но большого круга лиц. Да. Мы до этого рассматривали Патрушева, до этого в прошлом или позапрошлом стриме мы говорили о Рушайло, министре МВД, ведомство которого задержало 2 сотрудников ФСБ
и потом их отпустили как-то странным образом. Да? При всем при этом стоит отметить, что всем сотрудникам Рязани выдали оружие, бронежилеты, что вот здесь сейчас это никакие это не учения, то есть учения в Рязани имеется в виду, что это никакие не учения, что все было настоящая боевая обстановка у них на тот период времени была. И вот сейчас Ельцин выражает соболезнования по погибшим 13 сентября людям на Каширке, на Каширском шоссе, и выражает обеспокоенность тем, что произошло. При всем при этом это непосредственный человек, который знал, в курсе всего был, являлся президентом, который назначал Владимира Путина, директора ФСБ, министра МВД и так далее. Непосредственно это заказчик тех взрывов домов, заказчик убийства русских. Конечно, он до этого тоже убивал, в том числе посылая воевать в Чеченскую республику Ичкерия свои вот эти свою банд-армию. Также он убивал наших граждан русской национальности, проживающих, наших граждан Чеченской республики Ичкерия. Ну, давайте для ясности я вам поясню. Не дождутся. Не дождутся. Лучшим ответом террористам будут ваша бдительность и спокойствие. Сегодня от каждого из вас зависит, насколько эффективным будет борьба с этим злом. На вызов бандитов власть ответит адекватно, жестко, быстро, решительно. Только что на связь с нашей студией вышел корреспондент новостей общественного российского телевидения Роман Мельник. Он продолжает работать на... Игорь Викторович, скажите, пожалуйста, чем сейчас занимаются ваши подчиненные? В начальной стадии на место пожара было выслано 31 отделение. Общее количество где-то 310 человек. На этот момент работают. Ну, мы не будем технические моменты слушать, послушаем. В первые минуты после взрыва аварийным бригадам удалось извлечь из-под завала живого человека. И сейчас вы увидите эти уникальные кадры, снятые оператором МЧС. Около 6 утра спасателей вызвали к дому на Каширском шоссе. Короче, отзвонитесь на базу, полностью подтверждаем все. Тихо, смотри, не шевелись там. Вот под плитами слышатся стоны. Там живой человек. Ему делают инъекцию обезболивающего. Я не буду эти ужасные кадры вам показывать, чтобы не прилетел какой-нибудь страйк. Пострадавшие. Взрывной волной 2 мужчин выбросило из окон квартир, и сейчас за их жизнь борются врачи. 7-я городская клиническая больница считается больницей экстренной медицинской помощи. 5:40 утра. В реанимации. Магистральных сосудов правой ноги, возможно, таз, пока не ясно. В больницу поступают и жители соседних от взорванных домов. Травмы у них более легкие. Большинство смогли добраться сюда самостоятельно. Мало. И кто? Дарья Литвина, Тарелов, Танзелян, ОРТ. Дети, пострадавшие в результате взрыва в жилом доме номер 6, корпус 3 по Каширскому шоссе, поступали сегодня в Морозовскую детскую больницу. Рано утром туда привезли 2 девочек. Сестры шоссе продавали человека. Развивались по всем законам детективного жанра. А вот теперь посмотрим по поводу, кто все-таки взрывал. Сегодня днем спецслужбы провели там проверку о том... Для ясности, да, сперва нам показывают, как кадры ужасные кадры взрывов, доставания людей из-под завалов в больницу, фрагменты тела рассказывают нам все подробности.
И теперь мы подходим к тому, кто же это сделал, да, кто же будет сейчас обвинен, и на кого же посыпется сейчас проклятие русского народа. Ну, вместе с бомбами, конечно. Как она проходила, в репортаже нашего корреспондента. События на улице Народного ополчения в доме 43 развивались по всем законам детективного жанра. Ровно в 11 в двери жителей дома позвонили сотрудники уголовного розыска и, ничего не объясняя, попросили покинуть квартиры. Я недолго думаю, схватила паспорт и в кофточке выскочила. Ничего не объясняли? Ну, объяснили, что надо оставить, и есть подозрение. Какое подозрение? Ну, я почему-то сразу поняла, какое может быть в наше время. Уже через 15 минут во дворе дома 43 были представители всех оперативных служб города. В подъезд зашел кинолог с собакой-сапером. И только через 4 часа милиция объяснила собравшимся людям и многочисленным представителям прессы, что же все-таки произошло. Жители этого дома позвонили, что видели 2 дня назад, вернее, опознали фоторобот, показанный по телевизору. Видели, что этот человек уходил из этого дома, одна жительница ехала в лифте с ним, и сообщили нам. Мы сейчас, значит, обследовали дом на предмет взрывчатого вещества. Ничего не нашли. О большой вероятности того, что жители этого дома на улице Народного ополчения видели именно этого человека, говорит сразу несколько фактов. Во-первых, его здесь видели не один раз. Во-вторых, видели сразу... Вот посмотрите, что он держит в руке. Это уже и измененный фоторобот, и по этому фотороботу невозможно понять, что за человек. Он даже это не пытается близко к экрану показать. Тут нагнеталась обстановка именно таким образом. Давайте посмотрим следующие кадры, которые тоже очень важны как для истории, так и для того, чтобы в суде можно было точно идентифицировать виновников. Ну, здесь, конечно, это так, заставочка небольшая. Вам неподражаемый Николай Платонович Патрушев, главный террорист, даже по роже его видно, убийца, но не только Патрушев убийца и террорист. Нет, он не только такой, он еще большой казнократ. Его сын, например, сейчас возглавляет, ранее возглавлял Россельхозбанк такой есть, который сейчас на временно оккупирован Чеченской Республики Ичкерия. Наравне с Роснефтью Путина у нас действует Россельхозбанк. Его сын, один из сыночков являлись управляющим этого банка. Теперь сын, сейчас один сын переведен в нефтяной компании работает, другой сын сейчас занимает пост министра сельского хозяйства, если я не ошибаюсь. Ну, короче говоря, не очень бедный или далеко не бедный человек наш Николай Платонович Патрушев, который возит на своем личном самолете сотнями килограммов, иногда тоннами кокаина. Ну, все очень серьезно. Вот просто небольшая фраза, которая сделала его звездой. Думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Там был сахар. Не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Да, это был сахар. Теперь мы перейдем к основной нашей теме, точнее, тому, что я хотел показать. И у меня два момента здесь очень важных есть. То, что говорит Жириновский, и был такой один Вячеслав Измайлов такой. Вячеслав Измайлов — это тот человек, которому я лично поверил. Да, я тогда был молодой и доверял разным вот этим их сказкам. Хотя я не доверял, но в конце концов Вячеслав Измайлов меня убедил. И вот почему вы тоже это увидите. Но перед этим 2 минутки вашего внимания, 3 минутки, я не все вам покажу, 3 минутки вашего внимания, как Жириновский, который на заседании Государственной Думы сказал Селезневу, тот ранее заявил, что дом взорван Волгодонский, который должен был взорваться через 3 дня. В тот день был взорван второй дом в Москве, и через 3 дня только должен был взорваться дом Волгодонский. Так вот, вместо того, чтобы сказать, что дом взорван в Москве, как сегодня только что произошло, допустим, Селезнев зачитал, что дом взорван в Волгодонске, хотя взорван в Москве. И только через 3 дня произошел взрыв в Волгодонске, и Жириновский сказал, это можно расценить как провокацию. Что это было? Почему вы нам говорите, что дом взорван, который взорвался только через 3 дня? Что это такое? Говорит. И сейчас ему такой есть один журналист, Дудь,
посмотрим, что сейчас говорит, задает вопрос Дудь Жирико. Посмотрим, что говорит этот овес, пропущенный через лошадь. Я никого не боялся. Ни Он Горбачева, никого. ни Ельцина, ни Путина. Если вы никого не боитесь, расскажите нам, пожалуйста, 1999 год, Да. ваше выступление в Думе. Да. Вы говорите, ловите Селезнева на дикой, чудовищной оговорке. Да. Селезнев за 3 дня до взрыва в Волгодонске... Заметьте, Дудь, который любит выгораживать путинских террористов, убивших детей в Беслане, в своей большой передаче, да, показывая там с человеческим лицом все остальное, у всех других остальных участников этой операции, кроме тех, кто захватил, тут он говорит на оговорке. Оговорка — это когда я, например, вам что-то говорю, и Жириновского случайно называю не Жириновским, а Жемировским каким-нибудь. Да. Дудя я называю Бдудем, да, или еще как-нибудь. Это может быть оговорка. Но когда я вам говорю, что через 3 дня произойдет взрыв, и который через 3 дня реально произойдет, то это не оговорка, дорогой уважаемый журналист, или как бы журналист Дудь. Это не оговорка, это прямое раскрытие подготавливающегося террористического акта. Об этом на Совете Думы. Вспомните, Геннадий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать. Если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. Как это понимать? Видимо, ему позвонили кто-то. Видимо, и сказал, позвонили. что совершен теракт. И назвали Волгодонск. Ну, здесь планировались, видимо, эти теракты. Обстановка была ненормальная. Теракты, естественно, могли быть ближе к Кавказу. Ростовская область. Волгодонск, потому что там, по-моему, атомная станция или завод. Вот, я в прошлом одном из своих стримов никак не мог вспомнить. Так вот, в Волгодонске находится атомная электростанция. И для того, чтобы связать вот этих плохих чеченских вот этих террористов, которые взрывают всю эту Россию, нужно было взорвать 2 дома или 2 дома. Оказывается, их было больше, если верить расследованию и информации, которую нам дает бывший ФСБшник, ныне адвокат Трепашкин. Так вот, он там говорит, что были задержаны люди с гексогеном уже у другого дома, но они были отпущены, и он такой резонанс, вот то задержание ФСБшников в Москве, как в Рязани, не получил тот случай, но остается гадать, что, предполагаю я, что в Волгодонске дом взрывали, чтобы показать Западу, смотрите, у нас здесь атомная электростанция. У нас в Москве понятно, да, чтобы поднять москвичей. В Буйнакске понятно, чтобы связать Басаева с этими взрывами, да, чеченская вот эта операция спасения, которая была проведена, ее привязать к этим взрывам, взрывается дом в Буйнакске. Ну и заодно убиваются именно военнослужащие дагестанские, которые проходят там службу, проживают там, для того, чтобы их настроить, да, против там чеченцев, потому что им воевать, а тут ваших военных женщин, детей взрывают. Ну и каждый, конечно, даже не тот, чья там семья погибла в доме, любой русский военный скажет: ага, они взрывают наших военных, значит можно их убивать, всех этих чеченцев, всех женщин, детей и стариков. Ну как, по-русски, по-русски что только такое. Так вот, связываются Басаевым, Дагестаном связывают Басаев, взорвав дом в Буйнакске, 2 взрывают в Москве, для того, чтобы подготовить москвичей, общественное мнение, журналистов, которые находятся в Москве, и 1 взрывается в Волгодонске. 1 взрывается в Волгодонске, так как там расположена атомная электростанция неподалеку. Это для Запада, для мира. Ну посмотрите, как все ужасно, все так опасно. И они уже взрывают рядом с нашими атомными электростанциями, взрывают жилые дома. Для чего Рязань, да? А в Рязани находится военное училище, да, и там очень много военных, да, знаете, рязанские десантники там или еще, как они там называются. Это тоже имело свои корни, и вот Рязанское училище
рязанские военные вот эти гарнизоны, которые все отправились на второй день после того, как были задержаны ФСБшники, подкладывавшие бомбу в городе Рязани по улице Новоселова 14/16. Эти все люди, на второй день началась бомбардировка города Джохара и окрестностей Джохара, и эти все люди поехали убивать чеченцев, устраивать геноцид чеченцев. Слушаем. Производству. Это, вот, конечно, вызвало подозрение, что, значит, ему сообщили, что теракт уже произошел. А он не произошел еще. А он еще не произошел. Он же 4-й человек в стране. Он член Совета Безопасности. Его обязаны информировать. И он нам сообщил это. А это была ошибка, никакого теракта не было. Вы понимаете, что это выглядит очень просто? Все. Есть версия, она очень популярна, что дома взрывал ФСБ. Нет. Рязанский Нет. Ну, и эта оговорка, о чем она может говорить? О том, что он знал, что взрыв будет там. И вы единственного на этом подловили. Как мне, гражданину России, вашему потенциальному избирателю, после этого верить? Знаете, самое интересное, что нужно делать, когда ты полностью, твоя страна является конченным террористическим образованием, просто законченным, самым последним террористическим организациям, надо сесть умным видом, сесть вот этому так называемому журналисту Дудю и сказать, как мне, гражданину России, такое допустимо. Это все было, Дудь, это все было, твоя страна террорист. Она только что, вот сейчас уже подтверждается, финансировала убийство военнослужащих в Афганистане, натовских военнослужащих, в том числе американских. Твоя страна убивала на протяжении вот всей вот прошлого столетия, всей истории Советского Союза, убивала десятки миллионов твоих граждан. Еще больше она сгнобила в лагерях, на Соловках, там, на Дальнем Востоке, в Сибири и так далее. Так что, когда эти русские задают такой вопрос, у меня возникает вопрос, у них, может, психические какие-нибудь отклонения, что ли? Неужели они не понимают, что ваша страна вас убивала? И он сейчас говорит, вы подловили. А почему он не задает дальше вопрос, если готовился как журналист? А почему же вы не расследовали, подловили, там какая-то оговорка, как это могло быть? Эх, не сварим мы с вами кашу. В Кремле не сварим. О будущем взрыве не знали. И не они это сделали. Объясняю. Еще раз оценить мое мужество и смелость, ибо все молчали, и никто ничего не говорил, и никто якобы ничего не заметил. Окей. Второе. Обстановка была самая напряженная. И теракты могли произойти в любой момент, в любых точках. И ФСБ отслеживала. Слушайте внимательно. Слушай. ФСБ отслеживала, где может произойти. И они уже знали, что определенная группа пришла в Волгодонск, или там в Рязань, или еще где-то. Но, возможно, технически сработало так, что информация была, что готовится теракт в Волгодонске, а по инерции кто-то мог, передающий написал, произошел теракт. То это же был сбой технический, ибо по всей стране обстановка была сверхнапряженная с августа по там, сентябрь 1999 года. Вы допускаете, что ФСБ это сделал, и что спецслужбы это сделали, и этим была оговорка допущена? Нет. Я просто... Вот, почему нет? Какой аргумент нет, кроме того, что человек из спецслужб, теперь президент России, в том числе ваш начальник? Да. Глобально. Потому что и так обстановка была напряженная. Зачем же что-то еще делать? Тогда можно сказать, что мы войну устроили там. Войну на Кавказе. 2 войны устроили. Знать они могли. Вот в этом плане оговорка была, что они знали, где возможно теракт. Вот к чему мы подходим, к чему я вас подвожу, дорогие мои зрители. То, что сейчас закончил Жириновский, со словами, которые он закончил. Получается, тогда мы войну начали, значит, 2 войны мы развязали, да, он говорит. И он такое умозаключение делает. И абсолютно правильное умозаключение, потому что, да, именно для этого были взорваны эти дома. И вам непосредственно, и в том числе тебе, Жириновский, который получил орден и потом получил место в Государственной Думе,
вторым лицом, вице-спикером, по-моему, тебя назначили, Жириновского. После этого он, по-моему, 11 или 12 лет просидел вице-спикером. Из-за того, что он задал вопрос Селезневу, почему вы сказали, что в Волгодонске взорван дом, который взорвался только через 3 дня. После того, как об этом сказал Селезнев. Так, давайте тогда быстро по этой теме сейчас еще пройдемся, и мы закончим. Потому что очень важный момент, который здесь нам сейчас расскажет Трепашкин. Я буду смотреть ваши комментарии, чтобы быть в курсе и не опаздывать, не отставать от темы. Мария Тринчук говорит, то почему не предотвратили теракт, если знали? Да, Марина, это абсолютно верный, Мария, это абсолютно верный вопрос, который назревает сам собой. Если знали, что в Волгодонске будет взрыв, то почему не предотвратили? Почему сразу не предупредили всех там жителей Волгодонска или хотя бы специальной службы Волгодонска? Так, давайте дальше послушаем, что говорит адвокат жертв, адвокат потерпевшей стороны в Москве, две сестры, которые одна, по-моему, проживает в Америке. Они начали расследование и хотели знать, чеченцы убили их маму или же это были кто-то другие. По всей видимости, наверное, теперь они уже знают, кто убил их маму. А если нет, пускай смотрят реалити. В чем суд состоял, между кем и кем был процесс? Ну, это самое, имеется в виду, я вступил в процесс уголовный по расследованию дела для представления интересов потерпевших. Потому что первая ко мне подъехала Татьяна Морозова, которая поставила одну задачу. Она говорит, мне важно все же, кто конкретно убил мою мать, которая погибла при подрыве дома на улице Гурьянова, это квартира 100. Это самое. И, в принципе, казалось бы, наши интересы совпадали с интересом следователя. Оказалось, что это глубоко не так. Потому что нам нужно было найти конкретных убийц. Им конкретные убийцы, как я понял, не нужны были. Им нужно было просто определенное русло направить, привлечь определенных лиц к ответственности и все. Второй момент, я с учетом предыдущего ответа хотел бы заметить, что не совсем, наверное, правильно сказать, что чеченского следа не было. Это один момент очень важный, да, не могли найти чеченский след. Вроде бы объявили чеченский след, сейчас я вам покажу продолжение этой истории, где Лужков заявляет, что чеченский след. Давайте сразу перейдем. Я хотел чеченский след вам тут рассказать про эту ситуацию, но чтобы не терять время, я сразу перешел бы к другому сообщению. Сейчас, одну минуточку. Так. Да, это то, что нужно. Да, это тут. Смотрите, господа, я хочу сказать, почему я поверил в то, что взрывы в 99 году совершил Шамиль Басаев. Я много раз слышал ложь от российских средств массовой дезинформации и, конечно же, им не верил. И очень часто подвергал все сомнению, везде искал подвох. И у меня было недостаточно доказательств, недостаточно информации. И я, конечно же, не мог понять, для чего Басаеву, Хаттабу взрывать дома. Нелогично, да, до этого 2 года войны они не взрывали, ни после не взрывали. И я не мог понять, как чеченец, я понимал, что Басаев ведет национально-освободительную борьбу и так далее, и так далее. Это среднестатистический русский мог этого не понимать. Я-то прекрасно все знал. Но при всем при этом я не мог понять, кому это нужно было выгодно, потому что в голове не укладывалось, что русские могут взрывать своих, да, вообще это было, очень нелогично, для моего молодого восприятия происходящего, по крайней мере, так это было. Но был один человек из «Новой газеты», я всегда читал «Новую газету», и в этой «Новой газете» я всегда читал Измайлова, Вячеслав Измайлов, он бывший военный, майор, по-моему, в отставке, хотя, может, это очередная легенда, он работает в «Новой газете»,
Он приезжал в Чечню с одним патроном в пистолете, он шел в деревню и занимался обменом пленных, там, другими разными сбором информации и так далее, и так далее. И он доставал пистолет, достал оттуда магазин, показал, что у него всего лишь один патрон там. Что типа он тут с открытым забралом и так далее. Короче говоря, зная, что чеченцы благородные, достойные люди, вот эти мерзавцы и подонки пользовались этим. И смотрите, как воспользовались. На своем примере расскажу. Я не верил никому, когда вот сейчас вы можете послушать Вячеслава Измайлова, что он сейчас скажет, и потом я видел, как он привел человека, здесь вы его не увидите, который абсолютно адекватный, на первый взгляд, человек садится и рассказывает, что он по заданию Басаева, с помощью Ширвани Басаева, брата Шамиля Басаева, они там подготовили людей там, и так далее, и так далее. И вот только тогда я поверил, что это сделали Басаев и чеченцы. Каюсь, грешен, да, я тогда поверил, но я не мог понять, и у меня была очень сильная злость на то, что происходит. Ну как так, мы борцы за свободу, а не террористы, которые убивают мирных женщин и детей. Так могут делать только русские из КГБ. Чеченцы так делать не могут. И я не мог понять, как люди, которыми я гордился, взрывали женщин и детей. Но увы, это какое-то время продлилось, ровно до рязанских учений, пока Патрушев не сказал, что это был сахар. Давайте послушаем Вячеслава Измайлова, это более будет информативно, чем сейчас слушать меня. Давайте внимание. И в буквальном смысле взрывоопасный. Напомним, что в четверг в агентство Интерфакс позвонил неизвестный и сообщил, что взрыв в Печатниках – это ответная акция боевиков, воюющих в Дагестане. Теперь еще одно подтверждение этой версии. Обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, который давно занимается проблемой российских военнопленных, оставшихся в Чечне, располагает сегодня сенсационной информацией. Ситуация, собственно говоря, развивалась таким образом. После того, как бандиты, возглавляемые Хатабом, братьями Басаевым, вошли в Цумадинский и Ботковский районы Дагестана, в надежде на то, что население Дагестана их поддержит. Но они получили должный отпор и, бросив там подразделения на погибель, собственно говоря, уже 18 августа Хатаб и Басаев находились на территории Чечни. И на совещании было принято решение об организации террористических актов. По информации Измайлова, в Чечне был собран отряд диверсантов из 26 человек. Занимался этим родной брат Шамиля Басаева, Ширвани Басаев. Все отобранные лица славянской национальности. Кто входил в состав этих 26 человек? Среди них были пленные, офицеры, контрактники бывшие, были пленные солдаты, причем не просто пленные, их нет живых, но они живы. По другим мы знаем, что они живы, но они перешли в период боевых действий на ту сторону, воевали. Каждый из них, что называется, засветился, то есть участвовал в расстрелах российских военнослужащих. То есть те люди, те, для которых вернуться сюда, они боялись. Среди них Этот Вячеслав Измайлов очень долгое время делал легенду объективного, гуманного, справедливого человека, друга чеченцев. Да? Он где-то добывал информацию для чеченцев. Чеченцы ему верили просто безоговорочно. Это такой был мостик между русскими и чеченцами. Это был единственный русский, которому можно было доверять. Верили тому, что он писал, ну и так далее, и так далее. Ну, это обычное лицемерие и ложь, которую российские спецслужбы используют против наивных, можно сказать, благородных, честных своих оппонентов, которые им по большому сожалению, им поверили, да, их слово. И вот этот мерзавец рассказывает, 28 человек, вот, как будто непосредственно он принимал участие в совещании с Басаевым, что вот у него вот железобетонные доказательства. Этот человек с журналистским опытом, бывший военный или, может быть, действующий, Гибнюк какой-нибудь, он рассказывает
не проверив информацию, ну так висим. Ну как так? Ну все же работает, господа хорошие. Ну видите, ну все, вернулись мы опять в эфир. И после этого вы мне скажите, что каждый мой эфир, практически каждый мой эфир, вот так начинает возникать проблема. И скажите, что после этого мой канал не... Так, давайте вернемся. Короче говоря, сейчас я не знаю, на чем там я остановился. Так, давайте тогда сейчас мы не будем распространяться, распыляться, точнее. Так, отвискает Вилпесент культ. Так, смотрите. Вот этот человек, Вячеслав Измайлов, который рассказал, привел сумасшедшего человека и сказал, что это они знали. Да, мы уже все обсудили. Потом мы переходим к другой важной личности, которую недавно совсем не стало. И я вам скажу, слава Богу, речь идет о Лужкове, мэре Москвы, Юрии Лужкове. Давайте послушаем, что он говорит. Я надеюсь, у нас ничего не зависло. Так, ну мне сейчас все пишут. Так. Да, Тор. Как только начинаю говорить про эти взрывы, начинается атака. Я не понимаю, это YouTube, это здесь есть какая-то защита, елки-палки. Но давайте, пока будет работать, будем... И даже наверняка это так. Внимание. Вернее, даже о целом комплексе таких мер говорил накануне в программе «Итоги» телекомпании НТВ Юрий Лужков. Он сказал, что считает террористический акт печатников, я напомню, тогда Лужков еще не знал о том, что произойдет сегодня утром. Он считает террористический акт в печатниках переносом дагестанской войны. Причем Лужков подчеркивал, что это не дагестанцы, это Чечня. Это теракт, который... Вот этот вор-казнократ, миллиардер, который недавно умер здесь в Германии, в Мюнхене, по-моему, он умер. Его жена, его дети, очень богатые люди. Так вот, этот преступник, да, который обвиняет весь народ, не имея никаких доказательств, должностное лицо, высшее должностное лицо, мэр столицы Москвы, столицы России, обвиняет чеченцев, не имея никаких доказательств. Послушайте, что он говорит. И я призываю наше правительство, всех вот этих Кохов, Лужковых, кто там, Ходорковских и всех этих остальных, у нас ведь есть досье на этих людей. Эти люди соучастники геноцида. Поэтому я призываю как-то оказывать на них влияние, да, в какой-то степени, чтобы привлекать этих мерзавцев к ответственности. Да, чеченский след, этот мерзавец уже сдох, как ты говоришь. Не родился по проблемам внутренним города. Это продолжение, перенос Дагестанской войны. Перенос... А вы уверены в том, что это Дагестан? Уверен. Я уверен, что это не дагестанцы, а это Чечня. Чечня. Вот. Это перенос, так сказать, обещанный этими негодяями, этими бандитами с Кавказа сюда, вот этих боевых действий, этих террористических актов. Поэтому первая задача, это задача не города, а задача государства, задача правительства. Первая задача, это нужно так заблокировать Чечню, чтобы они здесь не появлялись ни при каких обстоятельствах, и чтобы это была санитарная зона, о которой я уже много
раз говорю и много предлагал, санитарная зона, которая не допускает в Россию без виз, без соответствующих решений на правительственном уровне или решений соответствующих органов, там ФСБ, МИД и так далее, граждан, многие из которых являются представителями или просто являются террористами, бандитами. Это успокоит и Дагестан, это успокоит и Ставропольский край, это успокоит и всех соседей, с которыми Чечня расправляется также самым беспардонным образом, если говорить о межгосударственных, как говорится, отношениях. Чрезвычайно подавленным. Лужков не общался с журналистами, вообще категорически отказался от общения с представителями средств массовой информации. И сейчас, возможно, вот те кадры, которые вы увидите, здесь должна быть съемка Юрия Лужкова, который находился, вот здесь вы его видите, да, он стоит такой в красной форме. Вот если вкратце, Лужков является тем, кто нас обвинил, незаслуженно обвинил. И вот последнее, то, что связано, мы чуть-чуть вышли за эфирное время, конечно, я не планировал столько времени обсуждать именно эту тему, но здесь очень много полезной информации, которую хотелось бы сохранить и на своем канале, и чтобы вы увидели. Вот, но я задал вопрос этот, и он сказал, что все-таки пока точно, можно сказать, осталось 18. Вот. Остальное пока будет выясняться вот, в течение судмедэкспертизы, и это специалисты будут определять, сколько действительно. Официальные данные 118 человек. Спасибо, Павел. Напомню, у нас в прямом эфире был наш корреспондент Павел Пчелкин, который находится на месте взрыва жилого дома на Каширском шоссе. Сотрудники правоохранительных органов установили личность соучастника преступника, который подозревается в организации терактов в Москве. Его зовут Денис Сайтаков, и некоторое время он проживал в одном номере в гостинице вместе с человеком, выдающим себя за Мухита Лайпанова. По словам оперативников, Сайтаков выезжал в Чечню и, по некоторым данным, находился на одной из баз террориста Хаттаба. На следующий день после взрыва на улице Гурьянова он выехал в Нальчик. После этого его следы теряются. Между тем, следователи вышли на след преступников, взорвавших 2 дома в Москве, сообщил сегодня начальник Центра общественных связей ФСБ Александр Зданович. Федеральная служба... Так, все. Все отлично. Мы опять в эфире, переключились. Мы систематически будем переключаться, так как на нас идет просто целенаправленная охота. И как мне это нравится. Так, давайте посмотрим, сперва ответим на ваши вопросы, почитаю ваши комментарии, а потом уже можно будет обсудить уже заказ через талибов, да, за каждого убитого американца русские террористы предлагали афганским террористам, какой они там национальности, предлагали им $100 000 за каждого убитого американца. Но это мы сейчас обсудим. Так, основном нужен техник, настроить ему качественную сеть. Нет, у меня все настроено. Я тебе говорю, у меня самый лучший интернет вообще в округе. Я тебе серьезно говорю. Я самый лучший интернет провел себе. У нас все обновлено. Да, все просто шикарно в этом плане. Никаких сбоев бывают, иногда там какие-нибудь там сбои бывали. Но никаких сбоев у меня в интернете не бывает. И ладно, были бы эти сбои, а только сбои. Да, мой канал запрещен уже официально, они долго скрывали, не показывая никак, что они как-то, я как-то на них влияю. Да. Они не скрывали, но не выдержала душа поэта, и они были вынуждены заблокировать мой канал на территории фашистской России. Также постоянно убираются подписки, вы видите, пропадает, вы, мои подписчики, видите, что пропадают комментарии, не приходят уведомления, когда вы подписаны, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Вот этих жалоб постоянно поступает огромное количество, и вы все это видите. Но и то, что пропадает связь, это просто дополнительно к тому, что мой канал находится постоянно под давлением, под атакой. Пойдемте дальше. Так, Алды говорит, болезненная тема. Да, им очень эта тема не нравится, и мы именно о ней всегда будем говорить.